Сейчас содержание почитаем. Ныне город Катайск из Колчедан Свердловской области. Свердловская область, Катайск. Катайск, какой-то город Катайск, вроде бы слышал, понятно. Второе. Ныне город Арамиль Свердловской области. Понимаете? Даже Свердловская область постоянно он на всякий башкортларны купи işler, мен işten бар Свердловская область, башкортлар. Получается, даже шунда уже безнакидар, шу убаката куп болганнар. Получается, значит, Свердловская область тоже как-то можно, так сказать, урвать под себя. Надо посмотреть по карте, просто я не могу понять сейчас, где она, блин, находится. Ныне село Окуневское Курганской области. Курган, Свердловск. Ясно. Четвертое. Ныне поселок городского типа Белоярский, 45 км от Екатеринбурга. Имейте в виду. Ныне село Багаряк Челябинской области. Тоже имейте в виду. Дмитриев, Пермская старина. О, ну сейчас Пермь напитано полностью аларга, если я это напитано. Пермь полностью башкортстанская крепкита, безоговорочно, вообще без Б. 8 век истории зауральской торговли Башкирии при начале русской колонизации. Пермь 1900. 8. Так, памятник сибирской истории 18 века. Окей, все, идем дальше. Ну это так, ответы на всякую фигню. Так, вот здесь всякие этот, так. Чем меньше собака, тем громче гавкает. Это про Башкир тоже? Башкир всерьез повоевать с русскими решил, смертник, а не вас, за то, что рот раздеваете на русских, которые вас сохранили когда-то как этнос, создали вам букварь, научили писать и читать. Опять, чтобы меня этот YouTube не заблокировал. Эцекянсин. Букварь. Мы недавно об этом обсуждали. Наш букварь, где миным бабушкам заканчивал уфимское медресе. Она изучала арабский да язылган. Недавно об этом говорили. Араб теленде язылган, но звучало оно башкир татар теленде. Понимаете, как в Афгане и в Пакистане. Недавно об этом мы обсуждали, где-то, я не помню, в телеге у меня или что. Син, Эцекян, будешь говорить нам, что вы принесли, как моим предкам узбекам, как нам, предкам узбекам моим, говорили, что привезли узкий мир, когда до вас Самарканд, Бухара стояли они до вас, и они и писали, и читали, и Коран наизусть знали. И вы говорите, что-то вы привезли? Вы привезли что-то в Самарканд? К нам в Узбекистан привезли, вы придурки. Вы в лаптях по жизни родились, в лаптях жили, и шекляр. Что ты мне лучше будешь втирать здесь? Я тебе не зря же эту историю читаю про Башкортостан. Если я тебе начну про Узбекистан читать, ты вообще можешь сразу закапываться там, в недра, как говорится, идти. Ушлепок драный. Так, идем дальше. Где там остановился? Они напали на Тарханский острог, захватили в плен более 30 человек. До тарханских татар побили человек 20. Из Тюмени и Тобольска за ними выступили более 700 казаков и татар. Но настичь воровских людей не смогли. Опять вот это в 199-м М. Почему 190 М? А так в 1691 году пришед безвестно воинские люди казачьей орды бесермены. О, бесермены, видите, вот бесермены. Здесь же видите, какой-то еще диалект, этот узкожопый тупойский диалект в древности. Бесермены. Сейчас бусурманами говорят, а там бесермены. Вы, придурки, вы нам азбуку привезли? Вы говорить даже не умели, идиоты. Вы, узкий мир, узкие мозги у вас. Вы нам что-то привезли? Син кукей, безнен, татар, башкар теренда син башта суляш. Потом говоришь, что букварь ты мне принес. Идиот. Так, бесермены. Тобольского разряду развоевали верх Тобола реки Две Слободы. Утяцкую да Камышовскую. Многих беломестных казаков и крестьян убили, и около 200 чел взяли в полон. Сейчас, секунду, вот здесь просит. Что-то просит. Марат Зарипов. Кукайлярга, я уже устал отвечать. Ты по-русски читаешь зачем? Что ты можешь? Ишак, на русском. Почему на русском я читаю? Потому что в данный момент мы в рабстве. Башкортостан с Татарстаном в рабстве. Я вам с каком ракурсе еще должен это рассказывать? Я вам уже 1000 раз об этом говорил. Вот поэтому я и готов уничтожить вас. Ташакварна. Вас всех уничтожить, чтобы вы исчезли, Башкортостан и Татарстанда. И там будет наш язык, не будет узкий мир. А пока вы там, мы будем говорить на вашем языке, что ли? Это что, ваш собственный язык, что ли? Идиоты, вас нету. Финно-угорский ваш язык. Ищите свой язык, финно-угры сраные. Это не ваш язык, русский язык. Это не ваш язык уже. 1000 раз об этом обсуждалось. И шекляр. Да хрена просто материться не хочу. Портить, как говорится, кейфият. Так. Язык они свой узкий язык прям, я не знаю, прям несут, прям... Ну, если я на твоем языке, мразь тупорылая, не говорил бы, ты бы и не сидел бы на моем канале, Ашак. Я бы говорил бы только это для башкортов и татар, казахов, узбеков, кыргызов. Для них я говорил бы. Асин, кутак. Что ты мне будешь обосновывать, что ли? Что я на твоем языке что-то говорю, что ли? Идиот, тогда учи татарский, я буду тебе переводить на ходу. Сурдоперевод у тебя будет, на ходу будет перевод. Какая проблема? Мразь. Так.
Так, где-то мы остановились. Короче, в 1691 году пришли безвестно воинские люди казачьей орды бессермены. Прямо аж бесит это слово бессермены. Вы даже это нормально говорить не можете. Мусульмане, не бессермены. Мразота узкожопая. Я вам поэтому кликуху сразу поставил. Узкожопые мрази вы. Вы нас чурками пытаетесь обозвать или еще кем-то? Вот вам. Вот это вот ваш, как говорится, тот момент, где вы, получается, уже в 1691 году ваши предки тогда уже нас обзывали. Тогда обзывали. Вы узкие мрази. Поэтому вы не думайте, что мы вам как-то будем что-то там, ну, типа, ой, извини, или там, прости. Не, ни хрена этого не будет. Мочить только будем вас, мочить всех. Тобольскому разряду развоевали верх Тобола, реки две слободы, Утятскую да Камышовскую. Многих беломестных казаков и крестьян убили и около 200 человек взяли в полон. В 7200, вот опять какие-то цифры странные. В 1692 году пришли безвестно воинские люди казачьей орды татара, то есть башкиры, и каракалпаки вверх Тобола, реки на деревне Слободы, Царево, Городище и развоевали Утятскую слободу. Захватив Ясырь, они отошли в степь. Посланная за ними сотня беломестных казаков была разбита. Погиб сотник и 45 человек. Наконец, самый большой урон тобольцам был нанесен в 7201 в 1693 году, когда воровские казачьи орды и каракалпаки, татара, то есть башкиры, напали на Ялуторовскую слободу, убили на лугах 42 беломестных казаков и крестьян, взяли в плен 69 человек обоего пола. За ними в погоню пошел дворянин Василий Шульгин с отрядом тобольских детей боярских, казаками, служилыми, татарами и крестьянской вольницей, всего несколько сот человек. Однако отряд Шульгина был разгромлен у озера Семискуль. Семискуль. Причем в бою погибло 357 человек, на следующий 202, 1694 года, по идее. Воинские иноземцы, казачьи орды и с каракалпаком разорили Чумляцкую слободу. Крестьян и беломестных казаков, и их жен и детей, и братья побили, захватили в плен 33 человека. Взятый в плен в бою у озера Семискуль крестьянин Ялуторовской слободы Левка Ушаков после своего возвращения рассказал, кто стоял за этой серией нападения на Остроги и слободы Тобольского уезда. В 201 году взяли его Левку казачьи орды воинские люди и в полном сбою, в то время как побили и в Тобольском уезде у Семискуля озера Тобольского дворянина Василия Шульгина с ратными людьми и везли его Левку многие русские людей до Каракалпака, связанных 36 дней, а было где казачьи орды Каракалпаков 1300 человек, и как их взяли, и он, где Левка видел русского человека, яицкого казака, до 6 человек башкирцев, а те башкирцы были с ними на бою, да в Каракалпаках же живут башкирцы во многих юртах с женами и с детьми, заодно и на войну ходят вместе, и вожам на свободу бывают они же башкирцы. Башкиры были не только вожами, то есть проводниками, но и вдохновителями и инициаторами нападений, и знатно по тому их наущению орда под свободу подбегает и разоряет на всю годы, чего прежде всего не бывало. Начальник главного управления Казанских и Сибирских казанских заводов Татища прямо указывал, что башкир свои нападения на русские население чинят под именем каракалпаков, казачьей орды и других своих соседей. Наш духлар. Получается, даже шул вакытта біздің ата бабаларыбыз полный рост бүтінісін, как говорится, ставил на уши. Значит, получается, бұл біздің қонда бар енді олай бір. Просто бізге шул қонны әзгені қыздырып жібере керек, как говорится, ұрыстарына барып дұн қайтырып, как говорится, сөйлесім келмей. Короче, хырып қайтырға керек. Шулайырақ айтайын әлі. Хырып яқшы итіріп қайтырға керек.